Привет, друзья! Рады приветствовать вас в новом выпуске подкаста «Жазбол». С вами сегодня Никита, а поговорим мы о карьере в ритейле. У нас в гостях территориальный директор операционного департамента Нургалиев Габит и бухгалтеры по расчетам и платежам департамента бухгалтерского учета Алимкулова Лаура и Мусинова Аружан, которые раньше работали кассирами в магазинах. Добрый день, коллеги! Добрый день. Добрый день. Добрый день, Никита. Поскольку мы сегодня с вами говорим про карьеру в ритейле, наверное, будет уместно разделить эту карьеру на два блока, потому что бывает карьера внутри магазина и бывает, когда человек из магазина переходит в головной офис. Похоже, что это такие немножко разные карьерные треки, поэтому я думаю, что мы их немножко по-разному будем обсуждать, в разных частях подкаста. И поэтому давайте сначала поговорим о том, как это внутри магазина происходит. У кого-то из вас там есть про это опыт. Габит в нашем случае очень хорошо знает, как этот опыт происходит у людей. Он там напрямую участвует постоянно, проводит профессиональную оценку для сотрудников. Давайте, наверное, в целом расскажем и изнутри, как это ощущается, и вообще в целом, хотя бы в общем виде, как это устроено в магазине. Карьера внутри магазина, вообще зависит от, скорее всего, наверное, формата. Если сейчас идет речь о росте по карьере в киперах, там реальные возможности, потому что должностей много, очень направлений много. В экспрессах чуть поменьше, в суперах уже где-то наполовину. Все зависит от того, какое штатное расписание. Есть, конечно, и общие моменты, когда карьера, она неминуемо, конечно, растет в зависимости от того, как ты относишься к работе. А вот если я допустим, продавец, я сейчас слушаю подкаст, я слушаю штатное расписание, что-то там какие-то нюансы есть. Что мне нужно знать, чтобы я понимал, в моем случае мне надо так двигаться, а в другом случае вот так двигаться? Первое, изначально, в любом случае, когда мы только берем сотрудника на работу, например, мы же все равно рассказываем, какие перспективы его ожидают. И что нужно для этого сделать, чтобы идти по этой карьере. Все зависит от того, насколько человек нацелен на результат. А все остальное это элементарно. Отдайся работе с большей ответственностью, и тебя заметят. Кажется, как раз самое время спросить у Лауру и у Аружан, а как у вас это было в вашем опыте? Это вас заметили? Или вы сами пришли и сказали, все, я хочу, пора, давайте меня повышайте и так далее? Как это было? Наверное, скорее всего, вначале было то, что директор в какой-то мере заметила. На тот момент, когда я работала кассиром и собиралась переводить на старшего, у нас была вакансия. Директор сказал, ты работаешь так, вроде такая шустрая, бегаешь. Есть возможность, если хочешь, давай мы тебя поднимем. Как раз на тот момент, это около 3 месяцев я работала с кассиром. Мне предложили, я очень сильно боялась в этом плане, потому что там работать с деньгами, ответственность чуть больше, чем на линейной кассе. И по рекомендации директора, пойди посмотри, обучись, посмотри за старшим кассиром, как она работает, может понравится, попробуй. После этого пошла на обучение. В моем случае это было так. Старший кассир, который я работала, она уходила в офис. Ей нужно было оставить после нее кого-то. И она выбрала меня. Давай ты будешь старшим кассиром, попробуешь. Мне тоже очень было страшно, потому что еще ответственность тоже. И ты еще должна будешь ответственна за своих кассиров. Позиция главного кассира, она такая очень ответственная, действительно. Давайте тогда мы, наверное, для наших слушателей сейчас подскажем какие-то вещи, благодаря чему получилось со стороны вашей, чтобы вас заметили, может быть, какими-то качествами вы выделились или действиями, и Габит дополнит, как с позиции руководителя, на что он обращает внимание, когда смотрит на сотрудников. Наверное, если с моей стороны было, на кассе, чаще всего все какие-то претензии, жалобы от покупателей выслушивают кассиры. Но в первую очередь с ним легче было подойти к нам и сказать, тут цена неправильная, тут кто-то что-то еще, товар испортился. И чаще всего о таких проблемах я рассказывала директору, замдиректору, что у нас есть такая проблема, такая проблема. Жалобы приходят, например, допустим. И чаще всего я даже если была самим кассиром, подходила замдиректору, говорила, у нас такие претензии есть. И то, что я часто взаимодействовала с моим руководителем, может, и за счет этого заметил меня и директор, и замдиректора, то, что ответственность вперед, пытается как-то что-то решить проблему. И чаще всего я старалась на эти жалобы решить сама, как-то уладить ситуацию, решить проблему с покупателем, сделать обмен, возврат, передать руководству. И в этом плане старалась работать более самостоятельно, чтобы не отвлекать их от других обязанностей тоже. Может, в этом плане помогло, потому что
за всем успеть руководитель тоже не сможет. Конечно, да. Окей. Ружан, у вас как в этом плане? Как меня заметили? Ну да, может быть, вы что-то сделали особенное. Там, может, вы цветы принесли руководителю на день рождения. Я была очень ответственной, не опаздывала. И, побольше, наверное, ответственность. А как это вот... Вы говорите, что ваш руководитель, да, получается, старший кассир в тот момент, она, когда уходила, нужно было кого-то за собой оставить. И вот как она поняла, что вы ответственный человек? Но по ее словам, она сказала, что я очень похожа на нее Ага. по характеру, по ответственности тоже, по внимательности. Вот. Вообще, кстати, знаете, интересная вещь такая, что люди изнутри, когда ответственность чувствуют, да, понимают, что вот я когда вырасту, мне нужно будет за косяки отвечать, следить за этим всем, как-то вот переживают про это все, но не всегда понимают, что со стороны это тоже признак того, что человек ответственный, руководитель для себя галочку ставит, что это классно, что человек вообще думает об этом. Да? Ну, как-то, может быть, вот Габит как раз про это дополнит. Вот как увидеть в сотруднике, что он действительно будет справляться с задачей более высокой должности? Ну, если вот оценивать работу сотрудника еще на начале карьеры, да, когда вот они были простыми кассирами, в процессе ты все равно обращаешь внимание на то, что насколько он может организовать еще работу. Потому что бывает же, им там доверили какой-то участок ответственности, и они принимают множество действий для того, чтобы организовать и выполнить ту задачу, которую перед ними поставили. И вот в этом плане мы, как руководители, очень часто обращали на вот, мы-то работаем с клиентами, с людьми, с покупателями, и нашим кассирам нужно уметь найти с ними общий язык, вот именно какие-то экстренные моменты. И когда конфликт на кассе, да, когда конфликт с покупателем, когда вот, некачественный товар появляется, и ты обращаешь внимание, как они работают с этим. И для нас вот для розницы самое важное уметь удовлетворить спрос клиента и загладить те самые острые углы, которые возникают в процессе. И в этом плане, если они проявили себя как профессионалы, то, естественно, к ним уже присматриваешься. Далее потом уметь организовать работу. Потому что кассовая линейка – это самая многочисленная армия в магазине. Вот когда говорят, к примеру, там, ты же заместитель директора, и заместитель директора может быть всего один старший кассир, там, и два заведующих, к примеру, а у старшего кассира может быть 15 человек в подчинении, 20 человек может быть, и уметь организовать их работу в плане там, составления графиков, в плане контроля дисциплины, исполнения. Это очень ответственная зона. И естественно, есть еще такое морально-этическое направление, да, потому что ритейл – это все-таки зона соблазнов. Хочется что-то скушать, что-то нечаянно домой забрать, забыть, да, и всякое такое. И по этим критериям тоже их оцениваешь. Смотришь, насколько они чистоплотны в этом направлении, насколько они ответственны в этом направлении, и можно ли им доверять. Вот эту вот зону, они же связаны с деньгами. Это, можно сказать, основной капитал вот нашей компании, к чему компания стремится, да, там что-то заработать. Слушая вас, я сейчас подумал о том, что есть какие-то вещи, которые, по умолчанию, условно, в должностной инструкции прописаны. Понятно, что это просто, по умолчанию человек должен делать, но, наверное, действительно для того, чтобы вырасти, этого мало. Да, и там и на человеческие какие-то качества нужно смотреть. И как-то в общем звучит так, как будто вот про проактивность тут речь. Да? Вот насколько человек сам выходит за пределы этой должностной инструкции, насколько он сам может с покупателем вопрос решить, вместо того, чтобы преждевременно, может быть, где-то руководителя позвать, просто скинуть задачу на него. Да, Никита, ты прав. В каком плане? Когда одна категория людей живет и работает по должностной инструкции, это одно. А когда он действительно выходит за эти рамки, как ты сейчас говорил, принимать какие-то решения, и возможно, он засиделся, не хочет зацикливаться вот именно в рамках вот этих инструкций, хочет немножко больше, и это мы замечаем. Что он уже может больше, чем то, что он должен сделать. Да, реально, такие вещи вот одни из критериев принятия решений.
Я вот много в интернете встречал мнений на эту тему, что ну что-то в стиле вот, когда работодатель всегда плохой у человека, вот, а он там говорит, нет, надо только по должностной инструкции и все. И как будто бы, когда от меня ждут какого-то выхода за пределы должностной инструкции, это, ну, значит, там плеткой по спине, раба из меня делают. Ну и вот как-то что там, я помню, такая вот позиция у людей бывает. Но мне кажется, очень ценно посмотреть на эту ситуацию глазами руководителя. Вот ты как поймешь, что у тебя есть зона ответственности, ну, например, там магазин. Тебе важно, чтобы там все работало, как часики, да, и, ну, наверное, тебе надо отслеживать, кто может поддерживать эту, так сказать, чистоту или порядок, да, в магазине во всех смыслах, а кто, ну, будет вот просто перекладывать товар с одного места на другое. Никита, а задачу поставишь, они исполнят. А есть люди, которым ты задачу даже не ставишь, в принципе, он сам все на опережение, на будущее отработает, и как не оценить такую работу? Ну, да, согласен, да, так оно все, мне кажется, и выглядит, и в том числе и я, как тренер, когда провожу тренинги, я вижу, что есть сотрудники, которые, ну, иногда даже самим скриптом условно не справляются и как бы и не сильно стараются. Ну, это же, а чего там учиться, там, ну, вы меня повысьте побыстрее, да и все. Вот. Но все-таки есть достаточно много людей, которые не просто вникают, а какие-то дополнения свои пробуют вносить, да, экспериментируют. И вот это стремление к эксперименту, к такому здравому, продуманному эксперименту, мне кажется, большое значение имеет. В этом смысле интересный вопрос. Вообще, мы же регулярно говорим о том, что у нас в ритейле рост довольно быстрый, карьерный, и иногда даже бывают случаи, когда человек с нуля до директора, ну, я имею в виду с линейной позиции до директора за пару, может, там, тройку лет, там, вырос, распространенная вроде история. А насколько это действительно статистика, или это какой-то отдельный случай, про который один раз за 20 лет случился и больше не было? Ну, вот девочкам задай вопрос, они в офисе сейчас сколько человек сидят, которые прошли через наш ритейл? Расскажите. Ага. Вообще, там конкретно за сколько времени не могу сказать, но могу сказать про свой опыт, потому что, например, даже если внутри магазина, то старшего кассира меня подняли в течение 3 месяцев. Угу. После я была студенткой, мне через это после полугода работы с старшим кассиром в бухгалтерии, тот, который операционный бухгалтер, который меня курировал, позвонил, предложили, у нас есть вакансия, если хочешь, можем тебя поднять. Ты вот работаешь ответственно, я вижу, как ты работаешь. Если хочешь, давай попробуем. На тот момент я отказала, потому что физически я не могла работать и обучаться. Я была студенткой на очном обучении, и мне нужно было прям физически присутствовать на учебе. Ну, как мы понимаем, что в офисе работа с 9 до 6, физически я не могу бегать, и я отказала. Думаю, если бы на тот момент поменялось бы, может быть, было бы в течение полугода я уже в головной офис уже перевелась бы. Но я видела тоже часто не только то, что переходят, например, с кассы, есть кто в зону приемки переходит, в бухгалтерию для работы с поставщиками. Есть очень много разных отделов, кто из филиала переходит в головной офис. И просто человек, если очень хорошо знает свою работу, и это замечает здесь в головном офисе, что вот я с ним работаю, он всю работу хорошо, качественно выполняет, я думаю, это не проблема. И если есть место, вакансия, возможность, они чаще всего предлагают нам, филиальным сотрудникам, перевести сюда. А сколько времени Ружан у вас вот занимал этот процесс перехода? Кассира на старшего кассира. Вообще с кассира до головного офиса, вот так можем сказать. Кассиром я работала 9 месяцев. Угу. Вот после 9 месяцев я перевелась на старшего кассира. Старшим кассиром я работала больше 1 года. Потом я уже не хотела работать в филиале, я хотела работать с покупателями. Как бы сказать, наверное, уже выгорание немного было. Потом я именно хотела в эту бухгалтерию перевестись. Сама очень хотела. И вот мне в этот момент предложили сразу. Вот в этом плане мы уже как раз начали, да, ко второму блоку переходить, как из магазина в головной офис люди переходят. Давайте зададимся вопросом, почему вообще в головном офисе может быть ценен опыт работы в магазине? Ну, как бы интуитивно кажется, ну вот там человек в полях все знает, как все работает, да? Но давайте постараемся подумать про это как про что-то неочевидное. А с чего вдруг это важно вообще? Как вы считаете? Потому что, когда работаешь в филиале, ты, так скажем, уже знаешь там всю внутреннюю кухню. Например, моя первая должность, когда я сюда перевелась, была бухгалтером по кассовому контролю. Там работаешь с отчетами, и ты условно уже знаешь, как это снимается, какие ошибки могут быть, когда снимаешь Z-отчеты.
Вот, и работаешь с операцией, все это делаешь, и уже знаешь, как примерно, какую ошибку примерно допустил старший кассир, чтобы исправить вот это. И я соглашусь с Аружан в этом плане. Я тоже, когда переводилась, я работала бухгалтером именно по наличным. То есть все ИГК, инвентаризации главной кассы, все их результаты я проверяла после них. Реально ли, действительно ли такие цифры у нас выходят, такие результаты. И в этом плане не было легче, потому что я сама физически проводила инвентаризации. И когда выходят очень большие расхождения, например, слишком большая излишка, либо слишком большая недостача, плюс-минус, из-за того, что я там работаю, я понимаю, а может, то не посчитали, может, это не посчитали, может, какой-то документ я не провела, может, старший кассир какой-то документ мне не отправил, не рассказал что-то, какой-то процесс. И из-за того, что мы работали на филиале, плюс-минус, сам процесс понимаете, как это происходит. Чем люди, например, приходят, которые с опытом работы в бухгалтерии, допустим, приходят, им чуть сложнее, потому что они не работают в самой программе, которая у нас в Macron Front есть, допустим. Им сложнее понять, что, куда нажимается, как это выходит. И даже, как Аружан говорит, мы видели разные какие-нибудь проблемы, технические проблемы, либо кассир сам как-то что-то не так нажал, допустим, и филиал, бухгалтера, вот у нас такая проблема, как мы можем это решить, вот у нас денег не хватает, как это можно найти, и нам легче это найти, потому что мы понимаем, где они могут потеряться. Ну, то есть вы регулярно сталкиваясь с этими ошибками в своем опыте, вот в работе, так сказать, в магазине, вы сейчас с большей вероятностью и быстрее, точнее будете понимать, какие причины тех косяков, которые у кассиров, которые к вам сейчас обращаются. Да. Габита, а у вас какой был процесс вообще перехода в головной офис? Как вас заметили, да, как вам помогает опыт работы, будучи директором магазина, как я помню, да, вы работали раньше, когда-то давно. Давно, на заре. На заре, да. Я начинал с заместителя директора, у нас было всего тогда 2 филиала. И, естественно, когда уже пошел процесс роста филиала, как сети, в этом плане моя первая карьера, где-то буквально через год, в течение года я стал директором, потому что прежний директор ушел открывать филиалы. И вот примерно так и произошло. И потом мы открывали несколько магазинов, расширяли сеть, провели из магазина в магазин. И у нас же есть, как говорится, два пути, да? Это когда ты подаешь себя в кадровый резерв и проходишь определенную процедуру и достигаешь именно тех позиций, на которые ты претендовал. Второй путь — это когда тебя реально заметили. Я не подавал в кадровый резерв, я полевик. Вот у нас же говорят, есть боевой генерал, да, есть штабной генерал. Я больше, наверное, боевой генерал, которого в конечном итоге позвали в штаб для того, чтобы он управлял уже процессами. Потому что он знает, какие есть проблемы в окопе, да, сколько им патронов нужно. И, возможно, какие-то проблемы не решались на том уровне, когда ты был директором, примерно. И перейдя в офис, ты знаешь, что это реальная проблема, и у тебя уже есть рычаги, чтобы выправить эту ситуацию. И таких моментов у нас уже в процессе работы было очень много. Вот я возвращаюсь назад, я кадровый резерв не подавал, меня, как говорится, заметили. Да, и руководители при визите, при обходе магазина предложили. Я сразу приказом назначили территориальным директором. У нас до этого не было практики территориальных директоров. Вот сам момент перехода, когда вы оказываетесь в головном офисе, до этого работая в магазине, вероятно, предполагает, что вам каким-то вещам нужно доучиться, которые в офисе нужны. Там, наверное, довольно много есть моментов, например, коммуникация между департаментами. В принципе, может быть, какой-то характер взаимодействие с коллегами, может быть, другое становится. Может быть, где-то аналитических задач становится больше или они другие. Вот что бы вы про это дело сказали и чему вам пришлось или вы захотели доучиться, да, и что вам сейчас помогает в работе в этом плане? Ты прав. В каком плане? Находясь на филиале, мы думали, что проблема есть, ее почему не решают, и иногда даже были какие-то элементы недопонимания, обращаемся к вам, а вы ничего не делаете, всякое такое, да. А когда уж ты переходишь в офис, ты понимаешь, что, оказывается, есть очень много нюансов, которые мы не учитываем. Нам же главное, подавая патроны, нам нужно отстреливаться, да, а на самом деле
понимают, что патроны этих денег стоят, да, к примеру. Да, документ надо правильную Да, точку в нужно- документе поставить, запятые. Нужно пройти какую-то процедуру для того, чтобы согласовать те или иные решения. И очень, самое главное, очень много департаментов, где нужно находить язык взаимодействия, и чтобы это было безболезненно, и с учетом их же сложностей и их же интересов. Да. Вот в этом направлении, наверное, есть какие-то определенные, ну, в смысле не сложности, я скажу, а новые какие-то направления, в части которых ты должен себя уже отрабатывать. Только вот в этом отличается. А так, в принципе, трафарет один и тот же, более масштабный. Мгм. То есть больше в вашем случае это был вопрос коммуникации и Да. выяснения того, что есть такие правила игры, которые вы из магазина просто было сложно их как-то Да, да, увидеть. да. Вот, скорее всего, так, потому что аналитикой мы и в магазине занимаемся, да, и обращаемся в другие департаменты, тоже из магазина, так, но внутри взаимодействия и появился рычаг, которым ты можешь надавить, чтобы решить проблему магазина. О, это, наверное, вообще очень такая... Очень же хотелось этот рычаг заиметь, но Да. в магазине вот, видимо, нет, и только переходя уже, Да. ну, в случае, Как да, вот, скипетр, территориального. так держишь, все, какая-то власть. Наконец-то можно решить вопрос. Да, да. Наконец-то я влияю на него. Наверное, это очень сильно эмоционально как-то подстегивает. Ну да, и потом же, когда ты уже принимаешь более масштабные решения и получаешь результаты, и потом, когда руководство оценивает, ты же воодушевляешься. Ну, конечно. И сам себя начинаешь ценить, и ценить уже и саму компанию, которая тебя оценила. Ну, много критериев. Тащишься от своей работы. Окей, хорошо. Что вы расскажете по этому поводу? Может, соглашусь, что нужно будет развивать очень сильно коммуникацию, потому что, например, даже работая на филиале, мы очень много писем, так, например, не писали. Сейчас в головном офисе как бы нужно сильнее придерживаться более официального стиля, чтобы все грамотно писалось, чтобы меня мой собеседник по письму правильно меня понял, потому что некорректно написав слово, там, словосочетание, тебя могут неправильно понять, и дальше это повлияет на дальнейшую работу. И также в плане коммуникации то, что чаще всего старшие кассиры или филиала сотрудники по головному офису, я из своего опыта скажу, что иногда боялась что-то писать, что-то отправлять, что-то у меня может накосячить, мой косяк какой-нибудь кто-то заметит, что-то такое. И в этом плане, работая здесь в бухгалтерии, мне было легче. Мне нужно было выстраивать связь с филиалом, чтобы они мне полностью что они сделали, свои проблемы от и до рассказали. Они могут поверхностно сказать, какую-то мелочь пропустить, но эта мелочь может мне помочь легче решить проблему. Ой, это прям очень болезненная тема. Ну, кстати, у нас это тоже постоянно происходит в корпоративной академии. Сотрудники из магазина присылают сообщения. Ну, например, у меня не работает Magnum Space. Да, это вот наша система дистанционного обучения, там все курсы проходят люди. Вот. И непонятно, что это значит. Это значит, не могу в аккаунт свой зайти. Это значит, сайт упал. Это может значить, что у меня курс не работает или он не назначен. Ну, короче, там 10 вариантов может быть, что же это может значить. А человек просто пишет, ну, вот. И приходится еще потом 10 писем друг другу отправить, чтобы понять вообще, что происходит. Аружан, а у вас какой опыт в плане, чему вам нужно было вот учиться, доучиваться, может быть, в каком-то плане при переходе в головной офис? В плане коммуникации я могу сказать, что мне было, как Лаура сказала, мне было очень страшно, когда мне звонили по внутреннему номеру. Мне было страшно, что она хочет, что я сделаю. Внутренний номер появился, да. Да. Телефон есть, по которому мне могут позвонить. Что я сделала не так? Здесь, в головном офисе, мне, наоборот, сейчас стало, скажем так, мне, наоборот, легче позвонить по внутреннему телефону, объяснить все. Например, мне пишут вот что-то, например, мы не поняли, 10 сообщений вот так отправили, и в один момент я говорю, позвоните мне по внутреннему, я вам объясню. И вот очень легче. Вот. Ну, да, наверное, действительно проще взаимодействовать в голосе, да. Да, Никита, в случае Аружан, сначала, когда к ней по внутреннему звонили, у нее была тревога, теперь она звонит и создает кому-то тревогу. А вот чисто профессиональные какие-то знания, ну, неужели не нужно было подтягивать вот для вас, для всех, в том смысле, что мы сейчас говорим про коммуникацию, про новые правила игры какие-то, и вот переживание за ответственность, наверное, еще, да, звучит. Но, например, там вот из позиции старшего кассира в позицию бухгалтера я перехожу. Но бухгалтер, наверное, бухучет должен знать гораздо лучше, чем кассир. То есть я, будучи кассиром, не буду знать этих всех деталей.
Наверное, и в случае с переходом с директора в территориального директора тоже какие-то хардовые вещи могут быть новыми. Что в этом плане? Вот к чему я, будучи сотрудником магазина, должен готовиться, ну, вот на примере вашем. А чему мне, может быть, уже сейчас пора учиться, если я хочу там в департамент бухгалтерии или там в операционном департаменте вырасти? Я не думаю, что это вот технически там проблема. Если тебе легче работать с компьютером, ты понимаешь, как там в Excel работать, допустим, да, базовые плюс-минус какие-то формулы делать, я думаю, дальше проблем не будет. В плане вся бухгалтерия в основном работает в 1С. Старшие кассиры, либо ЗДФ, они тоже работают, есть доступ у них в 1С, а у них есть доступ к этому, но немножко ограниченный, чем у бухгалтеров. Плюс-минус нажать кнопочку, примерно понимаешь, как это работает. Мы в бухгалтерии после этого просто за ними проверяем там цифры, все ли правильно провели, к кому ли филиал это привязано, тому подобное. И в этом плане программа сама также интуитивна, прям сложного, сверхъестественного в программах ничего нету, думаю, в этом плане. Но я самая обычная быстро адаптировалась. Вот, наверное, ценно услышать для человека, который сидит и переживает. Вот, я там с чем-то не справлюсь. Вот уже за тебя все продумали, уже программку сделали. Много чего и так уже делает. Нужно в основном стремление какое-то, да? Есть ли какие-то харды, которые, да, вот такие специфические знания профессиональные, которые потребовались при переходе на территориального директора? Ну, обратил, наверное, внимание, что мы же очень часто используем какие-то военные термины. А вот какие вот знания! Я к чему? Работая в магазине, ты все равно больше работал, наверное, с применением каких-то тактических решений. Такие краткосрочные задачи какие-то в масштабах одного магазина. Хотя по умолчанию, конечно, мы были и в составе решения проблем всей компании. А работая уже территориальным директором, ты больше, наверное, стратег. Да? Потому что ты уже разрабатываешь более масштабные какие-то операции для достижения уже тех целей, которые компания перед нами поставила. И уровень, степень ответственности больше. И потому что ты работаешь уже не с менеджерами там, среднего звена, а ты уже работаешь практически с топ-менеджерами. Это директора, это все-таки уровень высокий. Их не нужно учить процессам, их нужно просто координировать и направлять в то русло, которое ведет к победе. Директора департаментов вы имеете в виду? Нет, я сейчас уже управляю директорами магазинов. Да, вот, и вопрос стоит в том, что изменилась ли как-то моя специфика. Ну и, естественно, работа с персоналом, это самое главное, потому что это наш ресурс основной, без них мы никто. А тут сейчас вот ты в курсе, да, уже и законодательно, сейчас усиливается уровень ответственности работодателя по отношению к работнику, и мы в этом плане тоже с ними конкретно работаем, пытаемся удержать их, воспитать их именно в рамках тех ценностей, которые особенно в последнее время нам проповедуют, 5 принципов, да, работы в компании. Это для нас очень ценно. Кстати, сколько мы тренингов проходили, остается какая-то, может быть, 10-100 часть каких-то основных моментов, которые ты применяешь в дальнейшей жизни. А вот эти 5 принципов, если ты их выучил, там ничего думать не надо. Вот эти 5 принципов, они работают. Ну да, это, кстати, какие-то тоже в каком-то смысле правила игры, которые вот приняты в деловом мире, но не очевидны для человека, которому, может быть, не говорили про это напрямую. А может быть, он где-то в глубине души понимал эти вещи, да, но он не мог их структурировать, да, систематизировать. А в данном случае ты уже знаешь, не надо ныть, главное цифры покажет это и тому подобное. Поэтому... Да, если ты проблему показываешь, лучше бы и сразу предложить вариант решения какой-то. Конечно. Окей, хорошо. Но тогда, коллеги, у меня для каждого из вас финальный вопрос. Он, в смысле, адресован каждому из вас. А если бы мы изобрели машину времени, можно было бы вернуться назад и как-то иначе свою жизнь построить. Вот что бы вы иначе делали для построения своей карьеры? И все, что происходило в моей жизни в рамках компании, я бы не стал менять. Честно. Почему? Потому что на сегодняшний день вот мы изначально, там, когда было всего 1-2 магазинчика, на сегодняшний день мы уже гигант розницы, да, по всему Казахстану. И это говорит о том, что мы все-таки делали все правильно. Мы вот этот хаос, который был в начале, правильно расшифровали, ниточки все распутали и достигли того, что сегодня мы имеем. Мы лидеры в любом случае, и мы можем этим гордиться. И я, в том числе, как член этой команды, этой компании, горжусь тем, чего мы достигли. Я бы ничего не менял.
Окей, принято. Хорошо, спасибо. Я, наверное, тоже соглашусь, что я бы ничего тоже не меняла бы. Даже если у меня, например, была возможность перейти сюда чуть раньше, чем я на самом деле перевелась, я думаю, нужно было пройти через какой-то опыт, стать профессионалом именно в том месте, где я была, допустим, и пройти, научиться чему-то, всему в свое время. Возможно, так и должно было быть. Где-то быстро идешь, где-то медленнее идешь. Нужно через это пройти, получить какой-то опыт, чему-то научиться в этом плане. Не только профессионально можешь как личностный рост получить. И только после этого можно подниматься, повышать себе цели, ставить и развиваться больше. Окей, так, у нас сегодня прям такие истории успеха. Успешный успех у нас такой подкаст. Надо его переименовать. Ружан? Здесь я тоже соглашусь с Лаурой, потому что, я могу сказать, что я тоже пришла вовремя, потому что если бы я пришла раньше, у меня тоже была учеба, я бы не совместила, не успевала, потому что, я думаю, пришла вовремя, и карьера — это больше про ответственность. Окей, коллеги, было классно поговорить с вами. Спасибо за ваш опыт, за ваши мысли. Я думаю, что для слушателей, которые переживают, справятся ли они или не справятся, наверное, очень ценно слышать истории того, как у людей получалось, и в том числе о том, что зачастую там не требуется чего-то сверхъестественного, просто работай, да, и не ограничивайся какими-то тремя словами, которые тебе поставили в задаче. Ты додумай, что там еще предполагалось, что еще нужно будет сделать, ради чего эту задачу ставили, и, может быть, ты уже на 2 шага вперед придешь к руководителю и решишь проблему, которую он еще, может быть, даже не видел, но ты уже пришел с решением. Окей, коллеги, спасибо вам большое. Всего хорошего. В эфире был выпуск подкаста JazzBall. Напоминаем, что вы можете слушать нас на нашем портале и телеграм-боте Magnum Live, а также слушать на платформах Apple Podcasts и Яндекс.Музыка. Делитесь ссылками на наш подкаст с коллегами и друзьями. Оставайтесь с нами. До новых встреч. JazzBall, слава Богу.